Положительным фактором роста экономики той или иной страны является производимая в ней продукция. Этот фактор отмечается и в Гагаузии. За последние годы наблюдается хороший рост в экономике. Производимая продукция экспортируется как в страны Восточного партнерства, так и в государства Европейского Союза. Наши цифры серьезно отличаются от цифр предыдущего года и от цифр Республики Молдова. Я говорю в первую очередь, конечно же, о экспорте и о росте промышленности. То есть у нас есть очень хорошие подвижки, но надо всегда учитывать, что за очень короткий промежуток времени, за 9 месяцев, сильно горы не сдвинешься, не свернешь с места. Благодаря тесному сотрудничеству властей Гагаузии с Россельхознадзором и Роспотребнадзором получилось вернуть традиционный российский рынок. И в настоящее время экспорт гагаузской продукции в Российскую Федерацию составляет около 65%. Если говорить о процентном соотношении, то, конечно, преобладает, и у нас увеличился экспорт в Российскую Федерацию. У нас есть рост, у нас где-то более 65% это экспорт, доля рынка Российской Федерации в экспортных поставках. Есть следующий идет, это доля Евросоюза, это страны Евросоюза, это и Румыния, это и другие страны, это и Балтийские страны, это и Чехия, Польша. Основой экспорта автономии являются зерновые сельскохозяйственные культуры, винодельческая продукция, подсолнечное масло, швейные товары, парфюмерия. Но с недавних пор Гагаузия стала осваивать и новые нетрадиционные культуры. Видите, вот там 120 гектаров. Это весь миндалевый сад. Сад такой в Молдавии вообще нет. 20 гектаров на горе молодой и 100 гектаров старый. Вот это и есть миндалевые орехи, что я советую каждый день детям, старым, пожилым. Ну и, конечно, таким, как мы. О полезности миндаля знают немногие жители, поэтому на рынках автономии он почти не присутствует. А вот в европейских странах его называют королевским орешком. Поэтому экспортируется этот косточковый продукт, выращенный в Гагаузии, в основном в Европу. Проблем миндаля нет сбыта. Весь мир покупает миндаль. В Австралии миндалевые сады больше, чем Молдова. Но здесь люди не понимают в нем еще. Я просто говорю, как есть. Люди сейчас, которые понимают, приходят, покупают по 5-10 килограмм миндаля. И каждое утро им посоветовали кушать 4 миндаля. Еще один вид местно-текстильной продукции, производимой в Камрате, имеет огромный спрос на европейских рынках. Руководитель предприятия Светлана Камильчу с гордостью рассказывает о том, как создавалось предприятие, какую продукцию производит и в какие страны экспортирует свой товар. Тут вы видите две швейные линии, которые находятся, которые оказывают услуги по пошитью крупным европейским брендам. Мы находимся в Камрате, предприятие, работающее очень качественно. Мы за 16 лет не имеем ни одних комментариев, ни одних претензий к качеству за все это длительное время работы. Наша продукция реализуется в Италии, в Испании, в Голландии, во многих европейских странах. В нашем понимании мы должны развивать эти направления, но при этом ни в коем случае не отказываться и от других рынков, от других возможностей. Это и рынок и Турции, рынок и балканских стран, Китай, кстати, очень интересное направление. Поэтому мы в этом плане работаем и думаем, что в перспективе больше предприятий будут экспортировать, а экспорт – это означает инвестиции. В целом, как отметил заместитель Башкана, в тройку важнейших внешнеэкономических партнеров Гагаузии входят страны Европейского Союза, Турция и Российская Федерация. В перспективе планируется экспортировать свою продукцию даже в Китай. По словам руководства автономии, в 2015 году экспорт гагаузской продукции увеличился на 15%.